Орден славы третьей степени за отличие в бою, медаль за боевые заслуги. Держать в руках награды дедушки, которого увидеть живым ей не посчастливилось, для 10-летней Хавы очень волнительно. Абдул-Вагап Барханоев умер еще до рождения внучки, на 69-м году жизни. Но Хава знает, в далеком 41-м дедушка был танкистом, и на войне он выжил чудом. Однажды они отправились в путь, и с ним было несколько, он был не один. С ним было несколько людей. И когда они увидели, что на дереве сидел воробушек, это было зимой, и когда дедушка вдруг хотел взять его, дедушка закричал, что это может быть ловушка. И эта птичка, это была не настоящая птичка, это оказалась мина, которую подбросили немцы. И вот этот дедушкин друг, который взял мину, он, к сожалению, умер, а все остальные остались живыми. А дедушка получил ранение. Эту военную историю, рассказанную отцом, Хава знает еще с 7 лет, а еще всю биографию своего дедушки. Ветерана призвали в 41-м. 22-летнего Абдул-Вагапа записали как Александра, потому всю войну храбрый танкист прошел под этим именем. Служил в Архангельске в 33-м запасном стрелковом полку. Воевал на Карельском и Прибалтийском фронтах. И совсем скоро Хаве представится шанс поведать о военном пути ветерана и другим потомкам победителей. 26 июля она вместе со своими братьями и сестрами впервые понесет портрет дедушки в ряду бессмертного полка. Для такого значимого события уже готов и наряд, и портрет героя. Я думаю, что бессмертный полк – это очень благородное дело. В первую очередь, это благодарность нашим ветеранам. Благодаря ему мы узнаем и делимся друг с другом подвигами наших предков. Один из братьев, не раз принимавший участие в шествии как в регионе, так и в Москве, Магомед Барханоев. Акция «Бессмертный полк» в первую очередь нужна нам, их потомкам, уверен молодой человек. Нельзя забывать, кого мы должны благодарить за это мирное небо. Когда мы с братьями идем вот в этом движении, бывает очень приятно, что столько людей объединяет вот данная ситуация, и что столько людей в порыве того, чтобы увековечить их память, не забывать про них, также вот выходят на нашу площадь и несут свои портреты. И в то же время для меня бывает большой гордостью, чтобы вот идти в таком движении с людьми и нести портрет своего дедушки. Как оказалось, в одной семье храбрых защитников Отечества целая плеяда. Среди них и двоюродный брат Абдул-Вагапа, всеми известный последний защитник Брестской крепости Уматгире Барханоев, и 4 родных брата Абдул-Вагапа, отправившихся воевать вместе с ним. Хамид, Умар, Усман и наш дедушка Абдул-Вагап. А с войны вернулись только трое. Умар и Усман пропали без вести во время войны. А Абдул-Рахман, Абдул-Хамид и Абдул-Вагап, наш дедушка, создали семьи и начали жить. После себя ветеран оставил большую дружную семью. 11 детей, более 60 внуков, уже есть и правнуки. Поэтому на шествие они намерены понести портреты всех своих родных, ковавших победу на фронте. Несмотря на то, что 9 мая акция прошла только в онлайн-формате, сейчас у всех граждан страны есть возможность вновь выйти с фотографиями тех, кто в тяжелые годы не оставил родину в беде. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.